На сегодня мы нагулялись, поедем в деревню. Время 10 вечера, надо еще искать ночлег где-нибудь. А сюда вернемся еще послезавтра. Ну как впечатления первые? Ну, хороший, город прикольный. И такое ощущение, что ты в какой-то курортный район попал. Ну, то есть в курортный город на Черноморское побережье. Народ гуляет, веселится. Ну, прикольная атмосфера такая, душевная. А, я не туда повернул, что ли? На мост прямо поехал. А, туда, все нормально. В общем, все, пока. Прощаемся с Казанью. Едем в деревню. Да, еще посмотрим, что тут можно. Ну, повторюсь, мы ищем, сейчас мы походили по тому месту, куда все туристы едут, когда сюда приезжают. То есть это мы хотим что-то более такого уникального найти, постараться. Надеюсь, нам кто-нибудь в этом поможет. Все, помчали искать. Интересно, где же сегодня будем ночевать. Вот это всегда сюрприз. И я надеюсь, он будет приятный. А я тут виды покажу. Давай, покажи. Город светится, ну, прикольно, мне нравится. Да, набережная. Очень красивая. В общем, протестировали мы несколько мест, заехали даже в деревню, нашли такое, здесь дорога перекрыта, но можно повернуть сюда вот в посадочку, и тут есть, смотрите, какая дорога среди деревьев. Сейчас, может быть, для гамака даже найду расстояние какое-нибудь по диагонали. Ну что, Колю устроили, да? Как тебе тут? Вообще. Места вообще хватает, видишь, можешь ноги вытянуть. Ну, вообще. Ну, нормально, все, отдыхай, спокойной ночи. Я буду думать сейчас. Я буду думать, гамак или палатка. Это что за летучая мышка тут? Вот, наконец-то, Бэтмен будет спать в своем гамаке. Нормально. Ну, все. 7 утра у меня тут такая компания. Тут, наверное, штук 300 коров. Надо еще поспать. Рановато. Спать, конечно, после 7 стало невозможно. Техника активно ездит, такая тракторная всякая. И вот ребята коров пасут, коровы мычат, значит, ребята там хлыстом машут. Машины, коровы мычат. Вот так вот с трассы спать. Я думаю, они уйдут, они же ходят, а нет, стоят ребята хлыстами машут, а мне сны снятся еще, что я с ними знакомлюсь, там уже с деревней половины познакомился. Потом с тобой какие-то справки сделали, что нам можно. Жить здесь, скажи еще. А? Жить. Да. Не, ну так-то тут свежий воздух, вообще здорово. Сейчас вот тепло так на улице, причем свежо тепло. Все под рукой у меня. Водичка, чай. У них такие хлысты громкие. Вон они пасутся. Я думал, что вот, ну, обычно коровы как-то ходят, переходят, а они вот прямо напротив нас. Вот мы место выбрали. Отлично. О, такие горы вокруг. Вот эта территория. Круто. Вступил уже. Вот с Алексеем познакомился. Они вот, оказывается, вчера только стадо выгнали. Это колхозное стадо. Потому что трава вот только-только погода пошла, трава вот позеленела. Алексей, оказывается, с Мариэл приезжает сюда вот как на вахту. Уже собрал. Говорит, на мины, на лепешки вот. Уже, ну, нормально, что это, навоз коровий, ничего страшного. Вот здесь речка, вот мы вчера ночью приехали, места вообще шикарные. Вот там вот возле, ну, леса этого встали, первый раз я попробовали. Ну вот потом в итоге доехали до деревни, там все-таки вернулись и вот в этом пролеске. Тут речка течет, коровы вот как раз пьют из нее. Привет, буренки! Речка маленькая, но тем не менее речка. Как-то надо стадо обойти. Я их угоняю. Надо, главное, не помешать работе мужиков. 8 человек в бригаде сейчас. Вот, чтобы такое стадо выдерживать. Они разбредаются.
Я маленький тоже раньше пас. Было дело. Такое дело, конечно, интересное. Постоянно следить надо, потому что они то куда-нибудь забредут в канаву, там залезут, то на дорогу выйдут. Да? Буренки. Оказывается, бригада с разных регионов. Вот Вячеслав с Кировской, да, вы сказали? Тоже вот. Кировская область, Малмышский район. Вот представляете, приезжает так вот поработать вахтами, даже вот сюда, в колхоз. Вот с ребятами познакомился, они местные, отсюда. Говорят, все равно рук не хватает. 400 голов, и вот их 7 человек, коровы разбредаются. То есть за ними все равно глаз да глаз бегать приходится весь день. Ну ладно, тогда до вечера на празднике увидимся. Давайте, счастливо. Вот Алексей говорит, что это сейчас они, говорят, вот пришли, едят, пьют. Сейчас скоро начнут домой бежать, там начинают часов, ну во сколько-то там. В общем, не посидишь. Я даже спросил Алексея на празднике, он будет, он говорит: о, это что, какой праздник? У меня после этой работы ноги гудят уже, и все, я там не до праздников. Это кажется, что вот так вот со стороны они просто зевают. А на самом деле не так все просто. Труд еще тот. Вот здесь такие стоят на въездах, на дорогах. Самодельное ограждение, чтобы не катались. Там поля уже. Вот мы могли бы ночью не заметить, в темноте поехать, а это уже высаженное поле. Что-то растет. Мы только не поняли, что. Ну, как будто бы здесь ровно что-то высажено. Хотя смотрится как осока. Не знаю. Непонятно. Место шикарное, когда солнышко. Вот не ночью, да? Совсем все по-другому. На завтрак у нас гречневая каша сегодня будет с тушенкой. Тушенка совок. Питаться в дороге будем мы стараться с какими-нибудь красивыми видовыми характеристиками. Вон стадо коров, холмистая местность, поля. Красиво же. И вкусная гречь. Гречневая каша с тушенкой. Всем приятного аппетита. Ну все, мы готовы. Вещи собрали. Спасибо этому месту. Спать было очень мне уютно. Едем в деревню. Смотрите, какое авто тут нашли прикольное. Умиляемся там. Ой, козочки, смотри, ну-ка. Коля ржет, говорит, городские жители приехали. Тут для местных это вообще обыденная жизнь. Вон, бедняги в тени спрятались. Дом такой интересный, ворота. Ну, здесь все старое сохранилось, причем ухоженное все. Вот нам бы в такой домик попасть, ну, не знаю, пока мы просто как туристы катаемся. Еще ни с кем не встретились, поэтому сами никуда не лезем. Ну, время еще рано, еще время 2 часа. Но вот сейчас попозже, может быть, нам... Да, пока сами, а потом, надеюсь, нам что-нибудь организует. С ребятами встретились, идут купаться на пруд. Вода теплая уже, да, говорите? Уже можно. Вот сейчас тоже, наверное, сходим. Вон там, где коровы рядом, да? Это лошади? А, не видно отсюда. Ладно, значит лошади. Ну давайте увидимся на пруду. Ну здорово. У меня прям такая ностальгия. Я летом в деревне не был. Очень давно. Последние 10 лет, наверное, если не больше, я к себе в Воронежскую область приезжал только в зимнее время. Вот в этом году был осенью. А вот чтобы вот в такое вот лето, то я только вот
как будто бы со своей юностью только у меня ассоциируется. Смотрите, лошади. Я их за коров сначала принял. Да. Привет. Ты не из пугливых, да? Любопытный. Ну давайте, отходите. Да. О, хорошо. И вот когда при съемке ты летаешь, тебе нужно 3 оси, там, чтобы красиво получалось. Допустим, летишь прямо, при этом поворачиваешь еще вот это. Что-то шуткуют, ребята. Смеются, а мы ничего не понимаем. А это ты не понимаешь? Да, ты понимаешь, да, все? А, кстати, он знает язык. Не зря. Ладно, все. Намазался кефиром, уже погорел немножко. Сейчас надо смыть. И поехать уже дальше. Деревни тут называются, вот их 3 рядом стоят. Нижняя Корса, Средняя Корса, куда нас пригласили, и вот и Верхняя Корса. Сейчас еще просто покатаемся. Смотрите, какая необычная техника. Приличный аппарат такой, колесо с меня ростом. Он в сравнении с нашей малышкой. Бескрайние просторы. Тут можно ехать. Но на самом деле дороги тут в каких-то местах кончаются. Вот просто нашли место. Можем, если что, сюда приехать ночью. Я вот там можно гамак развесить как раз расстояние, где березка и сосна. И виды такие здесь, конечно. Вот они, просторы нашей родины. Я так понял, что в каждой деревне своя мечеть. Это вот мы в соседней просто через мост переехали, у них тоже тут построено. Мы же здесь общину открыли, якутские интернациональные, у нас якутские татарские общины получается уже, как бы получается. И у нас, мы же всю жизнь прожившие Якутии, поэтому мы здесь объединились. Здесь у нас и якуты, и как бы и татары. Мы как бы получается объединились якуты и татары. А вы с Якутии когда переехали сюда? Вот в 2018 году. В 2018 году. А до этого в Якутии, да, жили? Да, всю жизнь в Якутии жили мы. А где жили? В Якутске. Якутске сами? Да, я где только и строитель, где работала. Я в везде командировках и была. Ну, короче, я все облазила Якутию. 40 лет я там прожила. Якутске. Вот. А основном, вот, которые, конечно, вот, ну, все, которые переехали, вот мы здесь объединились. Это вот наша, как вот, дом культуры, вот деревня, который называется вот это дом это, сельский дом культуры. Поснимается вот, который наши это. Сейчас мы внутрь зайдем, вот как бы это красиво, конечно. Это вот мечеть построил наш земляк.
ну, как бы здесь, который живет, вот в честь своего отца. Вот наша культура. Ух ты. Это вот наш музей. Я привозила, это на татарский язык переведенные стихотворения. Да? Да. Вот наш директор Дома культуры, это Рая Рафиковна. Очень приятно. Здравствуйте. Да. Здравствуйте. Сабантуй, который вот сейчас будет представлять Сабантуй, это руководитель, это вот Сабантуй, которая вот она. Ну да, она как раз совместная, да. Мне сказали, что такой праздник впервые здесь проводится, вот такого формата. Ну, это я... Такого формата Да? впервые детский Сабантуй. А так Сабантуй у нас каждый год, а детский, да, первый раз. Вот татарский язык, она больше смахивает с тюркским языком. Вот тюркский язык Похоже, это якуты да, тоже, вот. да, якутский язык. Когда мальчики разговаривали, я слышал, Ну, я говорю, тюркский язык, они сами тюркский язык, это читается. А вы язык освоили? А? Язык освоили вы? Ну да, я и татарский, и якутский. Вот, и у вас да. теперь сколько? Равия Ханум, они вас приглашают, короче, на Сабантуй. На Сабантуй. Очень рады, благодарим. Ага, вот стадион, сейчас я вам покажу все вот это, который пока еще рано, мы с вами сейчас походим, ладно? Ну, сразу нас ориентируйте. Я да. вас это... И, ну, и проинструктируйте, чтобы мы там все правильно. Это мы, может быть, невежественны в чем-то, вы уже заранее нас, если что, простите. Ну, я пойму. Ну, пойдемте, да. Yok, Yakutiya kelgan qonaqlarni film ko'rsatishga просто снимает фильм, Değil mi? Anda zavuşun zamatında. Aha, yara. Çık sıra mı ne güzel uzun. Bu eve fırında. Ладно. Наверное, скорее всего, наверное, вот эти пионеры, вот это октября-то, Ну, вот наверное, для это этого дух это советский, восстанавливать. да, вот это все Дух уединение. советский, наверное, восстанавливать. Для чего? Чтобы дети маленько дружнее были, не меньше вот интернет смотрели, вот эти, которые вот это. Раньше пионеры это было, знаете, что такое? Это дружба была. Мгм. Вот из-за этого. Вот у нас поляна. Вот тут. Здесь Сабантуй вот тут проводим вот. Вот готовит плов. Уже плов готовят? Да, плов А. тихонько вот. Представляете, вот тихонько будет Мгм. плов готовить. Будет. Что 600 голов вот эти коровки. 500-600 Вот, голов только, да? Да. Ну нет, это Да. одной деревни только. Это вот это считайте, мало же. Только здесь. это только Нет, это здесь. только в одной, что нормально. Это вот мы обсуждаем, что сейчас здесь вот в Татарстане, да, развито вот сельское хозяйство. Пшеница, вот это все выращивают, представляете? Вот А это возродилось или всегда держали они как-то? всегда вот здесь вот единственный, который в Варском районе сохранивший, это колхоз. А, это именно Это даже в колхоз этом просто- районе, да, не то, что во всем не только Татарстане. это в этом районе, это единственный сохранивший 6 деревень, которые вот эти, которые сохранивший колхоз. Вот это. Они вот сохранили земли, они приватизировали на каждого человека вот по 5, по 6 гектаров вот на людей раздавали, и люди сдают вот этому колхозу в аренду. А и взаим получает это урожай. Мгм. За аренду, за то, что вот эта земля дают, и им хорошо, и нам хорошо, как бы получается, и они, и коров. У нас же многие коровы здесь держат. أشهد أن لا إله